Будем там каждую неделю принимать определенное количество людей, чтобы здесь не было там недовольных, ни в очередях люди не сидели. Наболевшие вопросы жителей 18-этажек поэтапно решаются. Уже более 7 лет дети-сироты и молодые семьи не могут приватизировать квартиры. Дома построены в 2015-2016 годах. Сейчас многоэтажки состоят на балансе Минимущества. Специалисты ведомства детально изучают все юридические аспекты, чтобы в максимально короткие сроки положить конец проблеме. Постановлением правительства Республики Ингушетия эти полномочия переданы Министерству имущественных отношений. И мы пока не планируем дом передавать администрации Назрани для того, чтобы ускорить эту приватизацию, чтобы немножко эти бюрократические препоны обойти и поскорее людям помочь приватизировать их жилье. И это абсолютно бесплатно. Заключить договоры социального найма должны более 200 квартир. Вопрос об их приватизации в последний раз поднимали 15 июня в ходе выездного совещания правительства. Тогда исполняющий обязанности премьера региона Магомед Евлоев дал поручение республиканскому Минимуществу незамедлительно заняться обращениями жителей. Было предложено создать инициативную группу из числа собственников для дальнейшего взаимодействия. После того, когда жители данного объекта заключают договор соцнайма, в течение буквально даже на следующий день, в течение 3 дней, он может приватизировать это жилье. И поэтому сейчас стоит основная задача, чтобы эти 253 квартиры были приватизированы, чтобы дом полноценно мог нанимать управляющую компанию, проводить выборы, там, избирать домкома, но чтобы полностью были законодательно соблюдены все меры. Возглавляет созданную инициативную группу Руслан Тачиев. Он передал списки и номера телефонов жильцов. Правда, на совещании в Минимуществе, несмотря на договоренность, приехали только 4 человека из 226. Поведение соседей собравшиеся объяснили недоверием. Знаете, 7 лет обещают, поэтому уже люди не верят. И у каждого своими делами занимается. Кто на работе, у кого дети дома, которые нельзя оставить от них. Поэтому, как говорится, в жизни люди бывают заняты. Как раз с вами хотели все эти моменты уточнить, обсудить, чтобы и вы нам помогли, и мы вам помогли. Вы нам помогли, чтобы в информационном плане, чтобы люди сюда пришли, или даже в телефонном режиме мы готовы эти моменты отработать. Вот Муса Асхабович Клиев, это начальник отдела госимущества. Да. Мы будем с вами постоянно на связи, на контакте. Тем не менее, поручение правительства исполняется независимо от настроения жильцов. Минимущество намерено подготовить все необходимые документы и далее приглашать каждого жителя 18-этажек на личную беседу. Уже проведен осмотр 10 квартир. Подготовлено 6 проектов договоров найма. Немножко это оказалось странным, что люди, когда мы проводили выездное совещание очень активно, там вы видели, там, наверное, больше 100 человек было. Мы еще планируем объявления дать на подъездах. Ну и вот, пользуясь случаем, тоже людей просим в телефонном режиме уже созваниваться с нами. Правительство обозначило сроки для окончательного разрешения вопроса приватизации квартир – 2 месяца. Минимущество выразило готовность уложиться в сроки. Параллельно продолжается ремонт сломанных лифтов в высотках. На эти цели глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов выделил средства из Национального фонда развития республики. Год назад руководитель субъекта также выделял деньги из фонда для строительства собственной котельной для многоэтажек. Это позволило навсегда разрешить проблему отопления домов. Диана Дударова, Исмаил Коригов, Новости 24.